Друзья, рада вас приветствовать на моем канале. С вами Ольга Быстрова. Предлагаю вам прогноз на неделю с 4 мая по 10 мая 2020 года для раков. Посмотрим, что ждет в этот период, на этой неделе. Итак, основные у нас события будут проходить по 8 пентаклей. То есть вы будете на этой неделе как человек, который старается не упустить свой шанс, который старается много работать, проявлять свой профессионализм, вкладываться в любого рода дела, концентрироваться на чем-то, да. Также карта говорит о том, что вы на этой неделе получите, скорее всего, какие-то деньги. Может быть, это будет то, что вы заслужили. И вообще 8 пентаклей у нас карта, которая говорит о том, что могут осуществляться какие-то самые смелые наши мечты, планы. Они касаются деятельности, они касаются, может быть, повышения там в должности. Это когда мы показываем свое лицо, когда мы на первых ролях, когда нас уважают и так далее, и так далее. Даже когда к нам обращаются за помощью, да, мы здесь можем кого-то учить, передавать свой опыт и так далее. И посмотрим, чего же больше будет касаться это. Это будет касаться, скорее всего, внешности, и это будет касаться какого-то обновления в наших делах. Скорее всего, какие-то перемены идут, и мы вынуждены работать с удвоенной силой. Да? Ну, вообще у нас карта всадника – это всегда что-то новое. То есть мы вроде бы привыкли уже работать по-старому, да, но вот теперь нам в это привычное нужно что-то новое вносить. То есть мы как-то обновляем свою деятельность здесь. Также карта говорит о том, что может быть вопросы, связанные там с продажей, допустим, автомобиля, с покупкой автомобиля. Это могут быть вопросы, связанные с поездками, переездами, то есть мы деньги, допустим, на это зарабатываем. Или, может быть, какие-то новые идеи, новые сферы деятельности. Вот мы начинаем применять свои способности, таланты вот в новом приложении. Это карта, когда на нас очень сильно влияет репутация. Это время, когда мы можем сделать себе имя. Это время, когда мы можем показать себя, свои таланты, способности, да, как-то свое лицо показать другим людям, и это очень важно. Давайте посмотрим, что же в отношениях ждет раков на этой неделе. Девятка пентаклей. Карта говорит о том, что вот мы как-то обособляемся. Нам очень важно на этой неделе концентрация на делах, на зарабатывании денег, на проявлении себя, своих каких-то талантов. Мы как-то очень сильно здесь озаботились внешностью своей, какими-то покупками красивых вещей, может быть, и так далее. Да? То есть вот как-то для раков очень важно вот такой личностный момент в отношениях. Для тех, кто в поиске партнера, карта говорит о том, что вполне может закончиться период одиночества. Может быть, это еще пока энергетически происходит, и вы вроде бы, для вас вроде бы ничего не меняется, вы еще пока одни, но вот именно в плане судьбы уже перемены есть. Даже если на этой неделе вы не встречаете еще человека, он в ближайшее время уже проявится в вашей жизни. Ситуации сложатся таким образом. Для тех, кто в паре, выпадает карта «Корабль», и здесь вот, скорее всего, вы очень много вкладывались в отношения, заботились там о семье, о детях, о партнере, а теперь пришло время поменять какие-то привычки. Может быть, вы уже слишком ушли вот в заботы о других людях и забыли о себе. Вот очень хорошее время для того, чтобы об этом вспомнить и уделить себе внимание. Может быть, нужны какие-то новые знакомые, да, может поменять круг нужно знакомых, можно изменить образ жизни, можно подумать о поездке какой-то, может быть, о путешествии, какие-то новые планы для себя поставить. В общем, нужно как-то заняться собой, обратить на себя внимание, и это будет важно. Также карта у нас связана
с переменами, да, вот мы говорили, что перемена даже во внешнем облике, она будет очень важна. Для тех, кто в ссоре. Выпадает карта змея, и эта карта, конечно, трудностей, то есть трудно будет помириться. Может быть, трудно простить, может быть, предал человек, да, и трудно простить предательство. Может быть, как-то непредсказуемо себя поведет ваш партнер. То есть, ну, вообще вот эта карта говорит о том, что, может быть, не время даже еще мириться, нужно подождать. Либо, если вы прям чувствуете в себе вот эту силу, мудрость, да, ну, можно тогда попробовать, но не так легко здесь все пройдет. Для денег, для работы у нас выпадает король кубков. Карта говорит о том, что, скорее всего, у вас либо домашняя работа, удаленная работа, когда вам трудно сконцентрироваться, либо вы работаете по ночам, либо работаете в уединении. Вот как бы либо это закрытые учреждения какие-то, либо вот это в карантине, да, еще пока эта история длится. Ну, вообще это, знаете, такое сосредоточение, сосредоточенность на работе, которую мы очень любим или где хотим добиться очень больших результатов. Самое главное здесь, знаете, чтобы мы выходили как-то за рамки привычного. Тогда будет удача в работе. Чтобы не впадали в какие-то зависимости, чтобы не боялись будущего. Для тех, кто в поиске партнера, карта говорит о том, что нужно быстро действовать. Скорее всего, вот активность очень важна, потому что мы привыкли как-то по-другому, возможно, да, мы привыкли как-то в более спокойном ритме действовать, а здесь нужно прям поспешить, нужно себя проявить как-то так, как мы не привыкли, тогда вот будет толк. В общем, действия активные нужны. Для тех, у кого есть работа, карта перемен, да, вот мы говорим о том, что нужно выходить ну, как бы за рамки, нужно выходить на новые какие-то уровни, какие-то перспективы могут открываться у нас. Вообще это у нас улучшение ситуации, причем неожиданное улучшение ситуации. Это, знаете, какая-то новая надежда появляется, новый план. Очень часто по этой карте доход приходит. Но больше это доход у нас от бизнеса. Ну, иногда и зарплата тоже по этой карте идет. Также карта говорит о том, что может быть какое-то совместное начало дел. Да, может быть, там один проект на двоих, либо семейное что-то, ну, помощь семьи, либо может быть какое-то партнерство очень важное. Ну, тут как бы, когда не один мы, да, вот здесь у нас мы работаем в одиночестве, а тут для нас находится уже какой-то человек, партнер, либо это уже мы в коллектив выходим, да, то есть на этой неделе уже, может быть, даже заканчивается вот это наше заточение, скажем так. Теперь для тех, у кого свое дело. Карта Клевер говорит о том, что начинает вести просто вот по мелочам, да, находятся нужные люди, открываются нужные возможности, и настроение прекрасное, и, в общем, помощь приходит отовсюду, откуда даже не ждем. Ну и для денег, конечно, карта хорошая. Здесь как бы может быть не такие большие деньги, но достаточно нас радует эта ситуация. Теперь, знаете, вот, может быть, если были у кого-то вопросы, связанные с судами, юридические, да, темы, задеты, вот, может быть, разрешение ситуации, если вот это вашего бизнеса касается, вот важно будет для вас. Ну и также здесь важен статус. Как-то нужно себя проявить, чтобы вот видно было вашим клиентам, да, тем людям, с которыми вы работаете, что у вас высокий статус. Может быть, это внешне должно проявляться, может быть, это должно проявляться как-то в образовании, может быть, это как-то в имидже, да, в том, как вы говорите. В общем, как-то вот нужно статусность свою проявить. А для финансов выпадает карта «Отшельник». Это карта, знаете, такого кропотливого труда, когда мы делаем и переделываем, когда у нас все в порядке со счетами, с бумагами, когда у нас
Ну, в принципе, вот эта карта, когда приходят деньги только за то конкретно, что мы сделали. И в сильно большом количестве они тут, конечно, не будут. Эта карта у нас связана с средствами связи. Эта карта связана там с самой техникой, да, компьютерами, там, принтерами и так далее, и так далее. То есть вот либо здесь будет приобретение этого, либо это будет, наоборот, там, ремонт, может быть, уходят деньги на это, да, то есть, ну, как-то вот не очень тут большие перемены в плане денег, но то, что мы заработали, мы получим. Для тех, кто на зарплате, вот вы можете получить какой-то, может быть, поощрение денежное, да, может быть, это и зарплата. Для тех, кто в своем бизнесе сложно пока что получать большие деньги, решать какие-то большие вопросы, заключать серьезные сделки. Скорее всего, здесь будет либо задержка, либо нужно будет помощь привлекать людей, которые высокое положение занимают, либо искать вообще другие пути для того, чтобы эту проблему решить. Ну, сложно, в общем, тут с деньгами для вот крупного, для чего-то. А по мелочам, в принципе, тут вполне можно заработать. Совет. Совет у нас выпадает карта сад. Это карта выхода на новый уровень, масштаб, когда у нас большое количество людей для общения есть, когда мы знакомимся, когда у нас много клиентов и так далее. То есть карта, знаете, вот такого выхода на новый уровень. Если, допустим, мы слишком долго были в одиночестве и привыкли к тому, что все зависит от нас, вот нужно отказываться от этой идеи. Чем больше у нас общения, чем больше у нас людей, которые заинтересованы в нас, знают о нас, тем лучше. Друзья, желаю прекрасной недели, желаю, чтобы только самое лучшее сбывалось. Всего вам доброго, до новых встреч.